Самал, мы начнем подкаст. Наш подкаст будет разделен на две части. В первой части я буду спрашивать именно про ваше творчество, людям, которым интересно ваше творчество, как вы рисуете, ваши техники и так далее. Во второй части мы будем обсуждать с вами социальные темы, где вы иногда любите обсуждать это в Инстаграме, выкладывать на эту тематику. Вот. Самый первый вопрос, конечно, самый банальный, это с чего началось ваше творчество? Так, получается, где-то лет 7 назад я купила себе Wacom Bamboo, такой самый такой простенький планшет, и после этого начала рисовать потихоньку. Вначале у меня было все, поскольку я сама училась рисовать, я даже не знала, что нужно устанавливать драйвера, вот это все. Но потихоньку с помощью интернета, там уроков с Ютуба, Speedpaint я смотрела, и благодаря этому научилась рисовать сама, самостоятельно. До этого в школе я ходила в художественный кружок, где-то 3 года в начальных классах. И это было все мое образование художественное. Так все больше благодаря практике, постоянному рисованию вот этот стиль у меня развился. А до этого рисовали традиционно в тетради? Да, в школе я рисовала. После окончания школы купила себе планшетик. Получается, так и началось все. А вот с этим возникает вопрос, вы говорите, может, перейдем на «ты» сразу? Да, можно на «ты». С этим возникает вопрос, ты говоришь, что ты обучалась при помощи интернета. С этим возникает вопрос, а вообще нужно ли какое-то художественное образование, если есть интернет, и любой человек может зайти в интернете и научиться всему, что угодно? Так, например, самостоятельное обучение у меня заняло с нуля, с абсолютного нуля до нынешнего уровня, заняло где-то лет 6,5, максимум 7 где-то. Если учиться в университете, в художке, постоянно рисовать, и если у тебя будет учитель, преподаватель, то это занимает где-то 4 года. Это все равно быстрее, потому что есть человек, который подскажет на ошибки, покажет, как нужно рисовать, и все равно атмосфера творческая вокруг витает. Поэтому рисуется намного лучше и легче, по-моему, мне так кажется. И если бы я знала, что займусь рисованием серьезно где-то 5-6 лет назад, то я бы обязательно поступила бы в университет. Это лично мое мнение. Но есть много художников, таких мирового уровня, которые научились рисовать самостоятельно и сейчас работают в таких больших компаниях, как те же Sony, те же DreamWorks и так далее. То есть это долго, но можно. Да, можно. Как правило, в детстве все умеют рисовать. Все пытаются рисовать, все любят рисовать. И как не убить в себе ребенка, когда ты взрослеешь? Как не убить в себе ребенка это желание рисовать? Потому что с каждым взрослением даже родители иногда могут влиять на тебя, сказать, зачем тебе эти рисунки? Это уже детское, займись чем-нибудь серьезным. И как? Я думаю, что нужно просто У меня например, то же самое было. В начальных классах я ходила в художку, потом забросила рисование. Мой максимум был каракули на уроках рисования, и плюс на переменках что-то рисовала. И новый интерес заново появился, благодаря тому, что я начала смотреть галереи других художников. В начальных классах, наверное, родители должны подпитывать мотивацию, интерес ребенка, показывая ему какие-то новые рисунки, новые стили. Не только детские книжки, а именно прям иллюстрации других художников. И со временем, чтобы поддерживать себе этот интерес, нужно самой уже искать художников, самой интересоваться новыми стилями и так далее, и так далее. Больше всего, наверное, помогают в этом мультфильм, анимация. Какой у вас любимый мультфильм был? У меня их много, но недавно я смотрела потерянный, Missing Link. Missed Link. Missed Link? Да, Лайка. Лайка, это... Это кукольная анимация, где... Не Уэса Андерсона, случайно? Нет, не Уэса Андерсона. Или Андерсон, я не знаю, не смотрела режиссера, но я его недавно посмотрела. Мне он понравился. Мне вообще нравится то, что Лайка, студия, экспериментирует со стилями, и, по-моему, сейчас это самая большая крупная студия, которая делает кукольную анимацию именно. Супер. А вообще, в детстве есть ли у вас такой мультфильм, который вы не раз пересматривали? Это Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Анимация. Супер. Давайте вернемся к вашим рисункам. Среди ваших рисунков, которые вы опубликовали, есть ли ваш автопортрет?
Так, у меня есть страница такая закрытая, Ойбай Хасха называется. Ойбай Хасха, это вы? Это я. Серьезно? И там я часто публикую свои автопортреты, ну, как автопортреты, больше карикатуры такие. Я считаю, что это передает меня всю. Нет, это супер. Ну вот. Это классно. Для меня это вообще большое открытие. Если бы я знал, я бы еще немного изучил бы эту страницу. Ну ладно, давайте тогда задам этот вопрос. Почему вы открыли эту страницу в ВХСХ? Ну, потому что так, у меня та страница больше для красивых работ. Там все самое проработанное, все самое законченное, такое полноценки, как называют у нас так. Есть такое сленговое слово, полноценки. А тут я публикую только скетчи, только вот буквально 1 минуту трачу на рисунок, и все, пощу. 1 минута пощу. Потому что это как бы... В наше время диджитал-художники стремятся вот показать все самое красивое, а все самое уродливое спрятать у себя там в папках, в компьютере. И чтобы вот этого барьера у меня не было, показывать только все самое красивое, я открыла себе для себя эту страницу. Это как больше отдушина. Чтобы показать то, что вот я могу так еще рисовать. Классно. А это еще может быть желание рисовать комиксы? Да, отчасти да. Я стараюсь там больше экспериментировать, например, как стандартный стиль я выкладываю на свою основную страницу, а все, что я хочу, все, что я дорабатываю сейчас, да, допустим, такой анимешный стиль, такой или мультяшный стиль, или немного комиксовый стиль, я все это публикую там. Да, это отчасти, да, может быть, и комиксы, желание. Супер. Вопрос, связанный с вашей анонимностью. В Актюбинском вестнике писали: анонимность не часть ее имиджа, а нежелание пускать в собственный мир чужих. А что значит не пускать в собственный мир чужих? Ну, это, наверное, больше журналистская такая ремарка была там. Ну да, это мне комфортнее быть анонимной, потому что, ну как... Мне так комфортно, это все. Отчасти, наверное, моя социофобия немного играет роль. А так, вот. Я не люблю афишировать себя, не люблю выставлять фотографии. Если интервью, то либо текстово, либо вот так, подкастом. Хорошо. А в каком случае вы готовы раскрыть анонимность? Даже если я предпочитаю анонимность, это ничего такого строгого нет. Я хожу на маркеты, участвую в маркетах. Там люди вживую уже видят меня, то, что вот я сижу, там, я им рисую иногда что-то на маркетах, и как бы общение все равно есть живое. Если там предлагают встречу для интервью, то я тоже не отказываюсь, стараюсь ходить. Но вот на широкую публику вставлять свои фотографии, вот это вот, здесь уже черта идет дальше. Одной из причин, почему ты перестала рисовать, это была религия, ислам. Да. В 8 классе ты увлеклась исламом. Не хочу много говорить про религию, но хотелось бы услышать, как ты в то время в 8 классе пришла к религии, и что потом случилось, чтобы ты вернулась к рисованию. Я не увлеклась религией, это прям у меня с детства дома, у меня отец религиозный, у меня вообще вся семья такая патриархальная, консервативная и религиозная, конечно же. И ислам был всегда вот частью на фоне, вот на протяжении всей жизни. И где-то вот в 8 классе, это где-то 13-12 лет, когда уже должны девочки начать читать намаз, там, допустим, мушель жаз, у нас дома так было принято. И я потихоньку начала читать там разные книги, как забыла название, уже на арабском были названия, и там было хадис такой, то, что нельзя рисовать людей, нельзя рисовать живых существ, потому что это считается как бы то, что ты противостоишь самому Аллаху, да, такое было. У меня нет такого негативного отношения к религии, потому что для меня это сейчас увлечение. Со временем, после того, как я закончила школу, я начала уже интересоваться другими темами, биология там, и химия, и все остальное. И со временем, когда у тебя ты доходишь до точки, там, допустим, если ты читаешь там, физику, астрофизику, ты доходишь до точки там, большого взрыва и думаешь, как это все произошло, да, то есть ислам уже не отвечает на эти вопросы. В детстве ты уже, ты удовлетворяешься ответом, там, допустим, Аллах сделал вот так, и все появилось, да. А со временем эти ответы уже не удовлетворяют твое любопытство, и потихоньку начинаешь
начинаешь сомневаться во всем этом. И, я сейчас считаю себя атеистом. Это прям жестко звучит для особенно казахоязычной аудитории, когда ты это говоришь. Нам сейчас главное не говорить, где мы находимся, наш адрес. И я стараюсь просто эту тему не говорить, но мне благодаря тому, что я уже перестала увлекаться, перестала читать вот эти книги, интересоваться исламом, со временем вот этот страх вот этого всего пропал, и я начала потихоньку рисовать. А ты выросла в очень патриархально-консервативной семье. Как ты выросла такой либеральной? И добавлю к этому еще один вопрос. Знают ли родители, что ты... Нет, не знают. Я понимаю, о чем этот вопрос. Нет, не знают. Ладно, хорошо, ответь тогда на первый вопрос. Как ты стала такой либеральной? Это скорее, наверное, мое любопытство. То, что я читаю очень много читаю, потому что у меня отец тоже очень много читает, и у нас всегда было дома много книг. Потихоньку, опять же, благодаря тому, что я расширила свой кругозор, и уже ответы, которые давались в детстве, да, допустим, когда ты спрашивала, почему, тебе говорили «яд Пулада». Но почему яд Пулада, да, допустим? И так потихоньку начинаешь задавать самой себе вопросы, и внутренние такие установки потихоньку пропадают. Главное здесь, наверное, любопытство. Как я понял, ты сейчас ислам больше тебе интересен как культурное явление. Да. Мне, например, не сказал бы, что я религиозный человек, скорее агностик. Я верю во что-то, но не верю в религию. Но мне нравится, когда человек читает намаз. Это, не знаю, для меня это красиво. Да, это очень эстетично. Красиво, да. Например, я сейчас стараюсь найти книги, источники разные про суфизм, исламский мистицизм. Мне эта тема очень интересна. А еще мне нравятся халифаты разные, сасанидский халифат, аббасидский халифат, которые очень связаны с историей нашего региона, Средней Азии. В таком плане, мне очень нравится ислам, потому что золотой век ислама очень интересный. Как Караханидская империя, Караханиды приняли ислам, тоже очень интересная тема. В таком научном, таком исследовательском взгляде ислам, очень любая религия интересна. Да, намного интереснее. А как ты воспринимаешь нашу старую религию тенгрианства? Я люблю ее, мне тоже интересно читать про нее. Мне вообще много интересно про именно то, что связано с религией, это нашего региона. Тенгрианство, даже буддизм у нас был, как по-моему, в Талгаре до сих пор есть вот эти изваяния каменные. Буддизм, тоже был интересен. То, что в нашей истории какой-то период, когда часть нашей территории проповедовала буддизм. В таком плане, все интересно. И тенгрианство. Я не особо сильно изучал тенгрианство. Как я понимаю, ты достаточно продвинута в этой теме. Есть ли у тенгрианства какой-то сюжет? Смотря о каком регионе идет речь. Например, если мы говорим об алтайском, тенгрианстве, то там больше... я сейчас не вспомню, как точно назывался этот миф, но там есть миф, где Бог – это утка, Это связано с тенгрианством, то есть утка, она умеет летать, плавать и ходить по земле, то есть она связывает 3 мира, Вау. И в зависимости от региона, Алтай или другой регион, или другая народность, птица меняется либо уткой, либо гагаркой, либо чем-то еще в этом красиво. плане. Это красивая философия. У нас, именно у казахов, например, сохранилось те же Аластау, Алас. Это на самом деле Алас, это не просто слова, а именно заклинания такие. Что еще есть? Мне нравятся мифы Сумай, богиня плодородия. Мне нравится то, что Тенгри такой нон-бинарный. Если использовать современную терминологию, то он действительно нон-бинарный. Он ни женщина, ни мужчина, он просто небо. Он существует где-то там. И он настолько величественен, что не обращает внимания на дела людей. То есть он не контролирует судьбами людей.
Вот это мне очень нравится в венгерянстве, то, что Бог там такой отвлеченный, он просто создает, а всем остальным управляют либо сами люди своей судьбой, либо полагаются на аруахов, полагаются на мелких богов, на духов. Как формировался твой стиль? Так, не знаю, у меня есть ли такой стиль узнаваемый, но... Узнаваемый очень даже есть. Среди всех художников, которые я просматривал за последние 2 недели, вот именно ты выделяешься, и выделяешься больше качеством, что ли. Да, детализированность работ, да. Это, наверное, из-за того, что мне все время хочется показать самое лучшее. Такая внутренняя критика у меня идет. А так, сам стиль, он формировался благодаря тому, что я пыталась объединить свой анимешный стиль и вот традиционно классический стиль, академический. Потому что, когда ты учишься, лучше всего учиться на академическом стиле, но когда нет учителя, получается такой стиль, как у меня. А с какого именно аниме вы срисовывали? Есть? Да, много чего. Все смешано? Да, все смешано, все намешано. Можно ли вообще научиться рисовать или это все-таки природный талант с детства? Нет, это, скорее всего, так ремесло, чем талант. Есть талантливые художники, которые вот в 15-16 лет имеют такой классный уровень, потому что они с самого детства начали, у них интерес никуда не пропадал, и они продолжают с самого детства благодаря тому, что у них есть талант, и этот интерес не угасает. И вот это и есть талант, по-моему, для меня это и есть талант. Если нет таланта, то интерес потихоньку пропадает, и приходится уже самой трудиться, самой практиковаться. Я не говорю, что талантливые люди не практикуются, но у них в начальных этапах удается намного быстрее и лучше рисовать. Но со временем и талантливый человек, и неталантливый человек, попрактиковавшись одинаковое время, добиваются одинаковых успехов, по-моему. Иногда приходится потрудиться, например, попрактиковаться, но в любом случае это больше ремесло. Талант больше от желания. Возникает ли у вас такое иногда ощущение, когда нужно заставлять себя рисовать? Да, возникает. Очень часто, кстати. Я так называю, это арт-блок, как и многие художники современные называют это арт-блок, когда уже нет желания рисовать, и все, что ты рисуешь, не удовлетворяет твои внутреннего критика. Потому что что-то не так в этих рисунках, да, и в такие моменты, наверное, либо нужно постараться добиться того уровня, который тебе нужен, и если не получается, то просто отбросить стилус, отбросить карандаш и немного отдохнуть. Вот так все работает. Ты самоучка. А училась, то есть ты где? Я не люблю отвечать на этот вопрос, но это не... Хорошо, а на какой профессии, специальности просто? Это моя профессия, вообще не касается художества, но, опять же, это такие вопросы я не люблю отвечать. Хорошо, этого будет достаточно. Японская культура или культура викингов, чаще всего преобладает японская культура. Почему она популярнее у нас в Казахстане, чем сама наша казахская культура? Почему так? Потому что это такой soft power у них. У Японии очень много такой мягкой силы. Они выпускают аниме, они выпускают сериалы, особенно Корея выпускает сериалы, да. У Японии тоже есть очень классные фильмы, сериалы, там музыка у них классная. Это все мягкая сила, которая помогает им завоевывать мир, да, то есть те же анимешники, те же и даже у Кореи тоже есть эта же сила благодаря дорамам, а у нас ничего такого не выпускается. То есть интерес подпитывается этими материалами, то есть сериалы, фильмы, мультфильмы, комиксы и все остальное. Если мы хотим, допустим, чтобы у нас в стране возрос интерес к своей культуре, то нужно развивать свою мягкую силу, soft power. У нас, по-моему, потихоньку начинается увлекаться
Конечно, не так масштабно, как, допустим, аниме или там не как, как кей-попом, но тот же Q-поп, да, те же 91 и все остальные там Q-поперы, они потихоньку помогают там нашим людям, да, понять то, что даже наш язык, наша культура тоже интересные. Да, ну, начинают пересматривать культуру. Мне, например, лично самому нравится, когда девушка носит шолпы и всякие казахские украшения. Это, я считаю, что это очень красиво, во-первых, и оригинально. Даже в Казахстане, это как бы ни странно не звучало, это очень оригинально. Как можно интегрировать старую нашу культуру в современное общество? Так, ну, это, я не знаю, это искусственно не интегрируешь, но потихоньку оно все равно будет развиваться вот так. То есть все старое потихоньку перетечет в наше общество, да, то есть как это сейчас происходит. У нас очень много появилось магазинов, которые продают там традиционные вещи, да, украшения, костюмы, все это остальное. И у нас появились тоже исследователи, которые выпускают очень много материала, да, по истории прошлого. Это все равно как бы никуда не пропадет. Главное, чтобы, ну, как, если ты контент-мейкер, да, то есть если ты художник или там делаешь что-то другое, что люди могут увидеть, услышать, посмотреть, то если тебе важно, чтобы это сохранилось, то нужно, по-моему, работать с этим, допустим, включать казахские образы в свой рисунок, да, допустим. Да. Мне это важно, чтобы это сохранилось, я стараюсь это включать. И плюс интересно. А интеграция, она проходит сама вот постепенно, вот, по-моему, так проходит. А как ты относишься к той части людей, которые родились казахами, казашками, которые полностью начинают отрекаться от казахской культуры, потому что им это неинтересно, и они ничего не увидели в этом, ничего крутого? Ну, это скорее уже колониальный дискурс, постколониальный. То есть мы были колонией, и у нас у некоторой части нашего народа остался комплекс такого младшего брата, да, как принято назвать. То есть все, что делают белые люди, это хорошо, все, что делаем мы, это плохо. Такая установка осталась у некоторых людей, и я считаю, что это очень печально, то, что им нужно немного деколонизироваться. Ну, я сама особо не разбираюсь в этом дискурсе, но если так человек считает, да, то есть если не хочет связывать себя с прошлым, то это его выбор, что уж теперь поделаешь. Ну да, согласен. Да. Лично скажу, вот ты для меня, ты показала, что можно интегрировать эту старую нашу культуру в современное общество. Когда я первый раз увидел твои рисунки, я подумал, вау, круто, и невольно начинаешь интересоваться казахской культурой, начинаешь слушать казахскую музыку, пытаешься говорить на казахском языке. Можно ли как-то развить это какое-то сообщество, пустить среди массы, чтобы появлялось очень много таких крутых чуваков, как ты, например, не только в иллюстрации, но и в других жанрах? Так, в других жанрах я не знаю, но всегда нужно, допустим, к Казахстану такое... Так, например, если бы я пошла с этими рисунками, родилась вот с таким же стилем где-нибудь в Америке, где очень большое количество художников, и есть уже своя такая школа диджитал-арта, да, допустим, есть Disney там, и DreamWorks, это не привлекло бы такого большого внимания. А у нас в Казахстане всего этого недостаточно, у нас нехватка вот этого продукта, контента, да, именно вот интегрированного с контента, которое вобрало в себя казахское и современное. Да. Этого не хватает. По-моему, сейчас нужно просто брать и начинать рисовать что-то такое. Допустим, если ты поешь, то петь на казахском, это все равно привлечет внимание, потому что людям не хватает всего этого. Да. Да. И мои рисунки, наверное, привлекли внимание, потому что людям действительно не хватало вот всего вот образа, который откликался у них, да, допустим, казахское, что-то казахское, но что-то современное, не то, как было нарисовано там в учебниках. Да, что-то свежее. Да. Что-то свежее. И просто нужно начинать, по-моему. И чтобы такие же люди появлялись. И, допустим, тот же «Аватар СНГ», благодаря этому некоторые люди начали рисовать больше что-то казахское, кто-то больше там в своем народном стиле, да, рисовать. Я это заметил. Но для меня вот это больше всего привлекло, что это возвращается к истокам. Как тебе приходят образы? Используешь ли ты референсы?
Референсы, да, конечно, использую. Без референса вообще никуда. Есть такое мнение, то, что, допустим, если ты художник классный, то ты не должен использовать референсы. Но это, по-моему, ошибочное мнение, и многие художники поддерживают то, что референсами пользоваться надо, нужно, можно. Допустим, да, многие классики пользовались референсами, это так. Классно. Но есть некоторые художники, например, Рикардо Фредеричи. Вот он рисует с головы, прям, и рисует на вот таком божественном уровне. Это получается благодаря тому, тот же Ким Джун Ги тоже не использует референсы. Это получается благодаря тому, что человек уже насмотрелся, у него есть в голове банк изображений, и он просто берет из головы и рисует то, что помнит. И все равно использует референсы. Да, ну, из головы уже. Да. Ты говорила, что идея рисунков из серии спортсменок пришла из архивных фото эдвардианской эпохи. Да. Первый вопрос. Как и почему ты начала рассматривать фотографии из эдвардианской эпохи? Ну, я вообще люблю историю, я обожаю историю. То есть я и читаю про аббасидский халифат, я читаю грецкую мифологию, да, Римскую империю читала книги. Я вообще обожаю. Если бы я не была художником, я бы стала историком, наверное, так. И вот эдвардианская эпоха, вот викторианская эпоха, вообще Англия, вот 19-20 века мне очень нравится. Это, у меня большая папка есть с изображением на гигабайты. И я получаю вдохновение оттуда. Ну, если там, допустим, если ты интересуешься двумя разными вещами, да, допустим, казахская культура, там, быт, история, в которой ты росла, и ты добавляешь туда что-то извне, там, допустим, японская анимация плюс там эдвардианская эпоха, и получается что-то такое вот. А ты можешь привести еще какой-нибудь аналогичный пример, когда идея к твоим рисункам пришла извне? Так, если не знаю, вот, например, наверное, фан-арты, скорее, например, японская анимация. Вот, есть у меня такие реалистичные фан-арты на Хайкью, аниме по волейболу. Я их рисовала в реалистичном стиле, потому что хотелось натренировать там руку, попробовать более академический стиль, и это как бы академический стиль плюс японская анимация, получается вот это. А что тебе сложнее всего рисовать? Мне сложнее всего стилизовать. Допустим, рисовать объемные, там, реалистичные портреты – это легко для меня, да, допустим. А вот рисовать стилизованные, там, мультяшные, комиксовые там, рисунки намного сложнее. Хоть как и кажется, да. Хоть и кажется, многие думают, особенно те, кто не рисует, что вот рисовать стилизованно легче, чем рисовать реалистично. Но на самом деле, там, по-моему, даже Репин говорил, или Серов, я забыла, то, что художники сначала рисуют сложно и там долго, потом в самом конце рисуют легко и просто. Там, пару мазков, и все готово. И все равно стилизовать намного сложнее, чем рисовать реалистичнее. Твоя цитата: «Вряд ли я когда-нибудь буду рисовать классической для казахской живописи образ мускулистого Батыра или хана, величаво восседающего на троне или на коне». Это больше связано с твоим творческим решением или все-таки тут присутствует твое отношение к патриархальности? Так, сейчас. Это и то, наверное, но больше всего потому что мне этот образ очень сильно приелся. То есть любую книжку открою, да, допустим, глава Батыров, там, казахская история, и все они такие величавые стоят портреты, скорее всего, исторически недостоверные портреты, но они там такие все маскулинные, мачо, все такое. И этот образ мне очень-очень надоел, его можно встретить везде, там, статуи, там, начиная от статуи Абулхаира, которого я очень обожаю, и все остальные статуи, то есть это такой стандартный образ, от которого хочется отдалиться. Казахские батыры – это неотъемлемая часть казахской культуры, без этого никак. Так же, как и там самураи в Японии или викинги в Скандинавии. Нельзя ли как-то преобразовать этот образ от там застоялого какого-то устоя в более какой-то современный? Сделать из батыра крутого современного чувака в кепке и в цепочках, я не знаю. Да, это интересный образ, но, по-моему,
Я не скажу, что это приелось, но для меня вот я тоже видела несколько таких образов. Мне не хочется делать это только потому, что нужно это сделать. Да. Мне хочется, допустим, если я когда-нибудь возьмусь за эту тему, да, допустим, Батыров, то это, скорее всего, будет тот же комикс, как минимум, да, либо там веб-комикс, что-то такое легкое. Но не хочется рисовать просто иллюстрации, потому что тебе захотелось изобразить там Батыра в кепке или в цепочке. Вот так. У нас, знаете, как получается, все, что связано с историей, да, с мифологией, у нас выпускается с таким подтекстом, то, что нужно гордиться этим всем. Да. А в Японии, допустим, выпускаются сериалы, там, фильмы, манга, выпускаются с таким подтекстом, что это интересно, что Да. это не нужно этим гордиться, этим, там, допустим, Ода Нобунага, там, как самурай даймё 16 века, может выступить таким шутом, да, может там быть каким-то другим, там есть даже сериалы, где он выставляется как в виде девушки или там и так далее, и так далее. То есть они очень легко относятся к своей культуре и могут ее интерпретировать по-разному. А у нас этого нет, у нас до сих пор есть вот эти такие жесткие устои, то, что прошлым нужно гордиться. То есть нельзя привирать, там, переиначивать прошлое, нужно им только гордиться, и все, нельзя это трогать. Допустим, я считаю, что нужно, наоборот, подпитывать интерес, немного видоизменяя историю, да, то есть чисто в художественном плане видоизменяя. Да. Вот, я считаю. Как ты думаешь, когда это произойдет и вообще произойдет ли это? По-моему, потихоньку мы к этому и движемся. То есть, если смотреть там историю манги, историю всего такой современной культуры Японии, да, или там Кореи, то они тоже вот начинали с этого, то, что они снимали фильмы, сериалы такие политическо-пропагандическом духе, вот, которые у нас сейчас снимаются, да, призванные воспитать там молодое поколение такими гордящимися своим прошлым. Но со временем они немного изменились, и я думаю, что у нас то же самое произойдет с нашим вот культурным фоном, да, то есть мы начнем вот с этого, начали с патриотических фильмов, но потихоньку мы тоже начнем снимать такие шутливые фильмы о своем прошлом, даже несмотря на то, что оно было очень сложным, как и у многих народов. Казахстан, мне кажется, переживает период перерождения или, возможно, возрождения, когда есть очень много крутых чуваков, не только в иллюстрации, там, в рисовании, есть фильмы крутые выпускаются крутая музыка и все остальное. Как ты думаешь, мы дожили до этого периода, когда казахская культура возрождается, или еще рано? Это, я как думаю, это не будет бум, да, это все равно накапливается, аккумулируется вот эта энергия, вот эта сила, и, мы сейчас, наоборот, должны помогать этому буму произойти, по-моему, это будет еще в будущем, а мы сейчас делаем, по-моему, только первые шаги, мне так кажется, но уже сильные шаги, по-моему, потому что у нас, опять же, городская казахоязычная аудитория выросла, то есть те же миллениалы, да, зумеры. И, по-моему, сейчас мы должны очень сильно работать на то, чтобы этот бум произошел в будущем. Вот так, я считаю. Это очень интересно. Мы очень надеемся, что лет через 50 мы в книжках будем изучать Кантар, иллюстратора, Кудыи. Из классических художников ты можешь подразделить, назвать 3 классических художника Казахстана, хороших, прям, выдающихся, и 3 современных? Так, это будет трудно, потому что я не разбираюсь там, что значит классическое, но, допустим, мне нравятся рисунки, картины шестидесятников казахстанцев, да, тут Айтбаев, который рисовал «Счастье». И я надеюсь, ничего не путаю, потому что у меня нет художественного образования. Так что мне нравятся рисунки Дзильханова. Он часто иллюстрировал вот эти книжки Альпе, в казахские, книжка Бинилю Нире, рисунок в начальных классах. Я прям до сих пор обожаю его иллюстрации Дзильханова. И, конечно же, Гульфайрус Исмаилова. Тоже обожаю ее рисунки. Вот эти 3 художника. Современные художники, их очень много. Мне нравится стиль Мурата Дильманова. Я тоже познакомилась и подписалась на него уже несколько лет, читаю его. Современные художники, те, с которыми я знакома, я их обожаю, своих знакомых художниц в стиле. Так,
Что еще, кого еще могу назвать? Я вчера открыл для себя Нурлана. Нурлан. Это который чувак, который рисует карикатуры. Мне понравилась его карикатура. Там две рыбки. Балхбай, да. Да. Я так заугорал, мне круто. Да, я его тоже знаю, его комикс часто попадается там в рекомендациях. Недавно, по-моему, тоже был инцидент такой в Твиттере, то что вот опять же в художественном сообществе такое происходит часто, когда берут твои рисунки, не указывают авторство и делают перепост. Это очень неэтично в арт-сообществе, считается некрасивым. И, по-моему, там его рисунок в англоязычном твиттере набрал где-то 1 миллион лайков, 1 миллион там репостов, ретвитов. А ему ничего не досталось? Ничего не перепало, да, потому что художник сам, по-моему, относится к этому легко и просто, но для меня вот такое поведение, там, допустим, если кто-то берет рисунки и не указывает авторство, я считаю, что это очень некрасиво, неэтично. А у тебя такое было? У меня было очень часто такое, особенно в Инстаграме, там, особенно с фанартами аватара, часто люди там берут, иногда я даже видела что-то там, кто-то перепечатывал себе на футболке и продавал, такое тоже происходит. Блин. Да. И что в таком случае делать? Я пишу там админам этой страницы, и они часто соглашаются на то, чтобы удалить пост, да, допустим, особенно те, что с футболками, да, мне удалось то, что запретить человеку перепечатывать, перепродавать мои рисунки. Так бывают такие упертые админы, которые не хотят ничего удалять, и приходится уже вызывать на помощь своих подписчиков, там, делают репорты. Все, и закинули, захейтили этого чувака. Но это все равно дело как бы принципа скорее, потому что я понимаю, да, то, что многие могут думать, то, что рисунки появляются в интернете сами по себе, никто их не рисует, но ты тратишь на это свое время, ты тратишь на это свои силы, и если бы это было для меня хобби, я бы относилась бы к этому попроще, но для меня это работа, и я не хочу, чтобы моя работа пропадала вот так зря. Да, мне кажется, это больше исходит из-за того, что люди, особенно в СНГ, привыкли к пиратству, чтобы скачать, типа на халяву это можно, и мне с этим ничего не сделать. Насчет флешмоба, как я понял, аватар СНГ, этот флешмоб, оно поспособствовало твоей популярности, по большей части. Да, среди вот СНГшной аудитории, да, это помогло мне немного набрать аудиторию, но больше всего мне нравится то, что мне удалось узнать, там, что некоторые художники, за которыми я следила, оказывается, они из Казахстана, там, оказывается, они из России, там, или Татарстан, Башкортостан, там. Потому что в интернете все теряются все равно, там, ты делишь людей на англоязычных, русскоязычных, и все. Да. А оказывается, это там казашка, которая говорит на казахском, и ты такой, о, вау. Я была удивлена, там, когда нашла несколько художниц, которые прям рисовали очень классно, и они оказались из моего города, из Алматы, и не из Актубе. Я думаю, еще есть Актубе, и то надо еще пригласить куда-нибудь. По-моему, здесь тоже есть классные художники. Да, точно есть, потому что... Ну-ка, я записываю. Я сейчас не вспомню их логины в Инстаграме, но я читаю. Вот, да, они учатся в Алматы, но приезжают сюда, в Актубе. Да, вот аватар СНГ помог мне больше найти других художников, чем мне этим больше понравилось. Да, нет, это было большое удивление, когда я прочитал, именно нашел вообще тебя, именно в Тижорну, по-моему, написали. Я был очень сильно удивлен. Как вся эта история начиналась именно с этим? Что ты ощущала, вот когда тебе писали? Как я понял, у тебя было много хейта со стороны именно из американской, да, по-моему, да, аудитории? англоязычного твиттера. Так, скажем, это скорее как восприятие вот этой темы культурной апроприации у нас разное. Допустим, русскоязычная аудитория, которая росла там в постсоветском пространстве, даже в Казахстане у нас часто празднуют там День единства народов, и там казашку могут нарядить кореянкой, русскую могут нарядить казашкой, и это считается нормальным для нас, но, допустим, в Америке, вот именно в америкоцентричных странах таких, да, это считается культурной апроприацией, и недопустимо, чтобы белый человек надел там
там китайскую одежду или надел там казахский шапан, это считается очень таким неэтичным. Николас Кейдж, по-моему, это его лицо, по-моему. Да, именно понимал, что происходит, это культурная апроприация, и он такой стоял, такой... Да, вот. Это считается для них некрасивым, культурная апроприация, и это скорее политика у них такая, то, что... Скажем, у них был большой период расизма, у них был рабовладельчество было, поэтому они сейчас относятся к каждой культуре вот так с трепетом, стараются защитить, особенно такие indigenous, по-моему, так называется, коренные народы. Это там индийцы, да, как у нас называется, да, но это считается у них некрасивым так называть, это нужно называть именно коренные народы, аляски, там, инуиты, там, кто еще, алиуты, иракезы, да. апачи. Да, вот они, их действительно стало очень мало, да, и поэтому они сейчас стараются вот со всей яростью защищать свои культуры, традиции, и отчасти я их могу понять, но та реакция, которая была у них, у меня, особенно в сообщениях, это была просто, не знаю, это нельзя было оправдать тем, что это было культурной апроприацией. Да, хейта было много, но также было много поддержки, многие мои любимые художники, художницы написали мне с поддержками, такие зафоловились, замьютились, там, как это, взаимно начали фоловить друг друга, и такая, думаю, да, наверное, это было неплохо. Не, я помню этот твит, она написала, по-моему, все началось именно с ее твита «Hello, ты юнит», типа инуит. Да. Потом очень много было ответа на ее твит, особенно с русскоязычной нашей аудитории, там было написано, по-моему, «Hello, пошла ты нахер». Да. Это было круто, типа, я не знаю, я особо не люблю такую агрессию, особенно у себя в реплаях, и я старалась там людей успокоить, типа, не надо такое писать. Да. Ну, я понимаю, что они видят то, что это слишком яркая, такая яростная реакция была. Не первый твит, а под ней были англоязычные пользователи, которые начали писать очень некрасивые слова, типа, ну, опять же, с пожеланиями смерти и все такое. И я понимаю их реакцию, да, то есть своих подписчиков, если там, допустим, если бы на мою любимую художницу кто-то наехал бы, то я бы тоже так же реагировала, да. Но это как, ну, я сейчас рада, то, что мы разошлись. Все закончилось. Да. Все закончилось чем? Все закончилось тем, что я удалила тот арт с татуировками. Это была катара. Катара. Да, с татуировками инуитов, да. Ты его перезалила и получил. Но без татуировок уже. Перезалив, получил больший фидбэк, чем тот. Там, по-моему, около 150 тысяч примерно было лайков, и комментариев было очень много. Ну, самое главное то, что есть некоторые инуитки, которые вот именно потом начали либо фоловить меня, либо писать то, что благодарить за то, что я удалила татуировки. Ну, как бы я рада, что все закончилось более-менее мирно. И после этого я потихоньку начала изучать уже тему инуитов, их культуру. Так, наверное, нам этого не понять все равно, потому что мы росли немного в другой культурной там. Да, согласен. А почему именно инуитов? У нас же есть там эскимосы, как его, чукчи. Да. Они есть в России, но у них не сохранилась эта традиция татуировки. Татуировки. Да. Но даже так они относятся к этому спокойно, но одна женщина-инуитка, с которой я связалась после этого инцидента и переписалась с ней, она сказала то, что у них есть право защищать свою культуру. Да. Как бы мы не можем за это их осуждать. Конечно, говорить там, желать смерти — это некрасиво, но все равно, да, у них есть право защищать свою культуру. Ну, а что ты именно чувствовал в этот момент? Стыд, страх или ненависть? Скорее недовольство, то, что и недопонимание, потому что у меня была такая реакция. Что? Почему это происходит? Потому что действительно для меня, как человека, выросшего вот в постсоветском пространстве, где, наоборот, людей стараются научить другой культуре, да, как они выглядят, переодеваться в их одежду. Да. Это считалось нормально, да, использовать элементы культуры там одного народа для своего рисунка, то есть не на себя нанести, а для рисунка. Я не видела в этом ничего такого плохого, а оказалось, это для Америки, для Канады, да, и коренных народов Америки это казалось слишком большим ударом. А как ты реагируешь на наших уятменов? Уятмены как?
Точно так же с недоумением, наверное, потому что, да, я понимаю то, что они казахи, допустим, да, но не вся наша культура принадлежит им, чтобы они, вот единичные люди, да, ятмены, могли говорить от лица всего народа, да. Да. Они забирают всю культуру в себе и говорят, что как нужно правильно выставлять культуру, а как нельзя. Допустим, если ты надеваешь казахские украшения, то ты не должна быть голой. Да. Если ты, допустим, надеваешь казахский костюм, то ты не должна быть там с пивом или там с сигареткой, или так вот. Я считаю, что если ты казашка, да, допустим, если ты хочешь там надеть элемент своей культуры, то это нормально. Никто не имеет права там забирать культуру и присваивать ее всю себе. Лично себе, да. Ну, ты можешь вспомнить какой-нибудь самый жесткий комментарий, самое жесткое сообщение по поводу твоих провокационных роликов? Так. Не роликов, а рисунков. Да, рисунков. Например, что у меня было? У меня был пост с казахскими девушками на розовом фоне, да, то есть... Да, там... целующийся, по-моему. Да. Ну, это было самым последним, я спрятала его в карусели. Чтобы не нашли. Потому что мне действительно не нравится провоцировать людей. Это одна из моих любимых, если что. И читать такие комментарии, потому что кому это интересно, да, но многие восприняли это как провокацию, не многие, а там было какое-то количество людей, которые пришли извне, благодаря репостам, и они начали писать, довольно стандартные вещи, типа, почему там қазақша сен неге қазақтың қыздарын осылай саласың, да? Неге сен өйтіп саласың, неге и так далее, почему ты так рисуешь, казахские девушки вообще не такие, например, казахская девушка, и что? Да. Эта культура, вот вся казахскость не принадлежит этим ятменам, поэтому я считаю, что нужно рисовать. А провокационные слова, сообщения самые жесткие, по-моему, они все были стандартными, и особо такого выделяющегося не было. Есть еще рисунки, связанные с политикой. Были ли сообщения от политиков, от кого-то еще, которые говорили... Удали. Нет, такого не было. Но я помню, серуэны у нас были в прошлом году, Оян Казахстан организовывал. Да. И после этого за мной следили до самого дома. Такая ситуация была даже жуткая. Благо я не была одна, и со мной была моя подруга. И вот так получилось, что они следили за мной прямо после серуэна, прошлись до самого дома, провели. Жесть. Да. У нас так, видимо, самые опасные преступники ходят на серуэны. Это же жесть. Да, согласна. Это очень плохо. Мне нужно переварить сейчас минут 10. Это было не для подкаста, просто после именно того, что ты сказала. Мне казалось, что этого давно нету. Нет, это сейчас все есть. Даже, например, мы были, когда я была в Алмате, как раз в 2019-м я, по-моему, летом еще была в Алматы, и там проходили митинги, как раз на выборы президента, вот это все. И тогда прям жестко ловили людей, сажали просто ни за что, могли просто посадить в СИЗО, и мы там ждали несколько часов перед этим РОВД, по-моему, и ждали, когда выпустят людей. И они просто время от времени выходила полиция, ловила людей, забирала, и мы снова ждали. По-моему, мы тогда прождали, я пришла с 7 вечера до 12 часов ночи, ждали, когда выпустят людей. А потом, когда мы возвращались потихоньку, я увидела там СОБР, да, у нас называется? СОБР бегал за людьми, там просто ловил, как сейчас, не сказать, что как в Беларуси, но чем-то напоминало, да. Чем-то напоминало. Вау. Как раз после этих митингов, после того, как я все это увидела, у меня началось это Казахстан, пробуждение. Нет, меня именно привлекло именно эта картина, когда 2 девушек, по-моему, забирали. То есть ты была свидетелем этой картины? Нет, я в тот день, по-моему, была занята, но узнала обо всем этом и посмотрела посты, и после этого перерисовала другую фотографию, которую я встретила в соцсетях. Там есть кредиты на фотографов. Как люди встретили этот рисунок? Позитивно, да, потому что большинство все равно, не считая ботов, да, там, нурботов, все равно понимают, что что-то не так с нашей системой.
все равно поддерживают оппозицию, как бы. Если человек не совсем тупой, то он понимает то, что тотальная коррупция – это вообще не дело. Хорошо, мы вообще от политики очень далеки, мы не хотим пока что в это влезать, так что я вернусь к уятменам. Ну, скорее, люди, которые говорят, что это уят, что не нужно так рисовать, у них есть какие-то культурные ограничения. Как ты думаешь, где этот корень проблем? Можно ли вообще решить эту проблему? Ну, по-моему, это потихоньку решается, потому что люди... уятмены не появляются сами по себе, да, то, что, значит, у них была причина, реакции такой у них. Почему? Потому что люди потихоньку раскрепощаются, люди понимают то, что вот эти старые устои, да, консервативность, традиционализм, это все не может оставаться в таком виде, в котором оно было там лет 10, 20, 30 назад. Выросло там казахоязычное городское сообщество, да, то есть они понимают то, что они знают и свою традицию, культуру, и в то же время могут быть более современными, чем те казахоязычные люди, которые были в прошлом, да. И уятменам, наверное, трудно видеть все это, и они начинают писать посты, там, делать какие-то акции. Наверное, само слово уятмен появилось, по-моему, тогда, когда мужчина накрыл статую женщины урамалом, платком. Не знаете, да, историю? Нет, эту историю я не знаю. Да, по-моему, слово тогда появилось, это было лет 3-4 назад, по-моему. Вот. И это, по-моему, ответная реакция на раскрепощение общества, на то, что казахоязычность стала распространяться еще на тех людей, которые не являются такими казахами, которыми представляли в прошлом, да, то есть и на Батты, и Балы, все такое. Да. Вот. И это скорее ответная реакция, я считаю. Это со временем пройдет. Ну да, сейчас довольно это сильно заметно, контраст двух поколений. Ну, то есть, вот наше именно поколение, это поколение Z, да? Миллениалы, Z, да. Окей, миллениалы, Z. Можно ярко выразить две категории людей. Прогрессивные чуваки и традиционалисты, которые остались у себя в этом мирке. В чем проблема также быть им прогрессивными? Ну, я не могу говорить за всех, да, но, например, я вот сама росла в таком традиционном обществе, да, то есть у меня родители все такие практикующие мусульмане, у меня старшие братья такие, скажем так, традиционные уятмены, да, хоть и образованные, хоть и такие, но все равно поддерживают такие консервативные более взгляды. У нас в семье такой консерватизм есть. Но, тем не менее, благодаря тому, что, допустим, я встречалась с разными людьми, общалась, была в разном кругу людей, там, благодаря тому же интернету, самообразованию, всему прочему, все равно этот период потихоньку у меня прошел. То есть я тоже была уятменкой, то еще, но этот период прошел, и со временем человек начинает расширять свой кругозор. Наверное, это действует также. Нужно помогать другим людям, особенно казахоязычным уятменам. Да. Есть еще и русскоязычные уятмены, но всем нужно помогать, расширять их кругозор, там, делиться, минимум делиться там образовательными постами у себя в сторисе, там, делать контент, который ориентирован на казахоязычную аудиторию. Я вижу это так. Согласен. А ты бываешь в аулах? Да, конечно, бываю. Не думаешь ли ты, что, как правило, аул – это что-то такое родное, казахское, и люди с города, в город съезжаются в основном с аулов. Даже нашим родителям, можно сказать, твои родители наверняка были из аула. Да. Вот, если сравнить родителя в городе и в ауле, у родителя в городе, который растет, у него есть все, что угодно, чтобы слепить из своего ребенка, кого он хочет, там, отдать его в художку, отдать его в музыкалку, отдать его там в какие-то секции. И при этом у ребенка расширяется его кругозор, и он не становится таким озлобленным, и внешние какие-то силы не являются ему каким-то чужим. А в ауле, если ты либо идешь в школу, либо идешь в спорт, там, не знаю, футбол или на борьбу. Там. Бокс или там что-то еще, еще, да? И не думаешь ли ты, что именно проблема может быть в этом? Конечно, и это тоже как действует на человека, само общество, да, то есть если ты растешь
в таком консервативном обществе, где нет особо вариантов, либо борьба, либо там какая-нибудь другая секция, то да. Но это вопрос скорее к правительству, чем к нам, к гражданам. Да. Ну, обсудить все-таки... Да. Это все равно дело правительства, если, конечно, ты не филантроп, да, богач, который может построить там в ауле что-нибудь такое. Я мечтаю об этом. Но само правительство об этом не задумывается и не беспокоится. Это все исходит от того, что у нас очень большая такая социально-экономическая неравность между городами. Да. Даже если там, допустим, ты вырос только в Актобе, да, там никуда не ездишь, никуда не смотришь, не читаешь ничего. Да, даже тут, да, в городе можно вырасти таким вот озлобленным ятменом, который кидается на людей, которые надевают казахскую одежду. Думгурмиен. Да. Это проблема нашего правительства, это проблема нашей политики все-таки. Я считаю так. Вот это неравенство, это происходит от того, что нет финансирования, да, по регионам. А все финансирование уходит либо в Астану, либо в Алмату. Всем уже известно. Именно в рисунках рисовать, что тебя мотивирует? У тебя есть ли какая-то мотивация? Да, есть мотивация, но я ее часто теряю. Как и все люди. Да. Мне приходится находить новую мотивацию каждый раз, потому что, допустим, иногда это может быть та же идея, которая, допустим, даже сейчас, да, казалось бы, многие говорят, что я хорошо рисую, да, но даже сейчас у меня не хватает скилла для каких-то идей, да, и я просто держу эти идеи в голове и нарабатываю свой скилл, делаю там учебные рисунки, и это помогает мне, это мотивирует меня некоторое время. Потом, когда я дохожу до этого уровня, у меня случается арт-блок, и приходится искать новую мотивацию, это скорее больше нужно дисциплинировать себя, чем каждый раз искать в себе мотивацию, рисовать новые вещи. Я думаю, что многим начинающим иллюстраторам, художникам будет интересно, как ты зарабатываешь и сколько. Так, сколько я не могу сказать, потому что у меня нет такого счета. Примерно, я сейчас немного стану Юрием Дудем, буду пытаться из себя это вытащить. Примерно, чтобы человек начинающий представлял, сколько он будет зарабатывать на этом. Например, в самом первом Алмаконе, в котором я участвовала, то есть это маркеты, время от времени, там, давайте начнем с маркетов, именно. У нас все маркеты, абсолютно все проходят либо в Алматы, либо в Астане для художников. То есть это Алмаконы в Алмате, там, как это называется, ярмарка иллюстраторов тоже в Алмате, и Комикон Астанинский в Астане, естественно. И там, в самом первом Алмаконе, это было в 2019-2018 году, по-моему. В 2019 году в ноябре я в первый раз поучаствовала, и там заработала около 60 тысяч. Это за пару дней. Но это считается так, нормально. Не, это очень даже неплохо. Ставим звук этих монет, кэш. Это тогда еще, когда вы не особо были популярны? Да, у меня там было, по-моему, 8 тысяч где-то подписчиков примерно. Но даже так ко мне подошла какая-то японка, ко мне подошли иностранные художники, иностранные там подписчики, и, видимо, они там либо жили в Алмате, а та японка пришла из Японии, потому что она любила одного персонажа казах из анимации. Поделилась конфеткой, раскупила все, и пошла. Я такая думаю, вау, серьезно, кто-то меня читает в Японии. И такие маркеты очень вдохновляют, потому что ты встречаешься с подписчиками, допустим, находишь новых людей, которым понравится твое рисование. И вот на таких маркетах можно заработать, да, допустим, я вижу начинающих художников, которые там не боятся и участвуют в таких маркетах, а я такая еле-еле в 2019-м только в первый раз поучаствовала. И да, примерно вот так, от 60 тысяч и дальше можно зарабатывать так, на маркетах. Но, опять же, мне нужно туда летать, мне нужно туда ездить, у меня на дорогу тоже уходит. На фрилансе можно заработать благодаря книжкам, заказам
Если работать на иностранную аудиторию, то там в среднем $50, там $60 за рисунок, да, там, то есть там тоже прайс-лист такой интересный. Многие наши казахстанские люди не понимают, как это вообще работает, но там есть понятие там waist up, там бюст нужно нарисовать, есть по талию рисунок, есть full body, полное тело, полнорост. И там тоже такое, там $35 за бюст, там $50 за полтела и $100, около $100 за полнорост. Вот такая система есть. Но многие казахстанские, СНГшные, российские, там, украинские художники часто занижают себе цену, там 300-500 рублей максимум ставят, но я считаю, это плохо. Нужно, даже если ты не находишь себе там аудиторию, нужно ставить, если у тебя стиль подходящий, да, допустим, нужно ставить себе цену и потихоньку увеличивать, потому что это все равно тратится время, это все равно работа. И если есть человек, который ищет такой же стиль, то он в любом случае найдет тебя. Ага. Вот так считаю. Самый максимальный доход какой у тебя был? Так... Я, если честно, не помню. У меня не было такого максимального дохода, но у меня были проекты по 300, по 500 тысяч, там, несколько проектов. И ты помнишь, какой у тебя был самый первый такой проект, крупный? Так, крупный проект. Ну, то, что ты чувствовал в этот момент? Ну, наверное, не крупный проект, но самый такой, когда я уже начала осознавать то, что я могу рисовать профессионально, это, наверное, работа с Казахменом. Вот Бексултан, тогда он нашел меня в Твиттере, пригласил поработать вот над концептом Казахмена. И тогда подумала, я действительно могу начать работать как комикс-художник, я могу действительно работать вот со своим рисунком, зарабатывать на этом. Вау. До этого я вот не брала ни заказов, не участвовала ни на каких проектах и рисовала только для себя. Это было вот в 2018 году. Так, относительно недавно, 3 года назад. И получается, 3 года назад я уже потихоньку начала работать как профессионал. Я начала рисовать для кафешек, кофеин, там картины, диджитал-картины, которые отпечатывались потом. Начала рисовать там, больше для социальных проектов, участвовала там в проектах разных, но зарабатывать особо не получалось в начальных годах, в начале. Потом в 2019, вот после того, как я поучаствовала на Алмаконе, подумала, действительно, надо взяться. Это такой, еще раз мне нужно было такой пинок, чтобы начать работать уже профессиональнее. Я открыла там Инстаграм-страницу в том 2019 году, и последние 2 года я уже работаю так более-менее профессионально. Есть куда стремиться. Я участвовала в Фимагоре, я участвовала на выставке, вот в начале этого года было. Потом... так, я, если честно, не перечислю сейчас. Ну, это, наверное, супер ощущение, когда понимаешь то, что ты любишь делать, и оно приходит... Да. Неплохие такие деньги оно приносит. Да. Жить можно. Да. А насчет выставки, которая проводится в Алмате, в Астане, у нас в Актюбинске здесь, это возможно сделать? Да, по-моему, у нас уже начали делать. Это Калалэб. Те же, они устраивают там ярмарки, это очень похоже на то, что устраивают в Алмате. Конечно, масштаб не такой, как Алмакон там, или там ярмарка иллюстраторов, но тоже начало есть, это тоже хорошо. И есть у нас тоже художники, художницы, там ремесленники, которые тоже свой крафт приносят и получают за это деньги. Так что, я думаю, потенциал есть. Ну, ты сама, например, не думала организовать такой вот фестиваль именно художников, иллюстраторов, именно собрать всех чуваков из Алматы, Астаны, со всего Казахстана. В Актубе, да? Да, и в Актубе. Я не знаю, где, но чтобы хоть что-то было. Так, вряд ли у меня получится собрать всех в Актубе, потому что все мои знакомые художники живут в Алматы. Но у меня было в планах там устроить для себя там с знакомыми художницами небольшой там арт-маркет такой. Мы еще думаем над этой идеей, думаем, в следующем году можем что-нибудь организовать такое. Культуру движет воображение, это в особенности часто детское воображение. И мне интересно, у тебя есть какие-нибудь рисунки, где ты рисуешь для детской аудитории?
И вообще для какой-то аудитории ты сама рисуешь? Так, ну, для таких же людей, наверное, как и я, которым надоела патриархальность нашего общества, да. Но, так, мои образы, скажем, больше для миллениалов и зумеров. А для детской аудитории, да, мне очень хотелось бы нарисовать что-нибудь, особенно потому, что у меня есть и племянницы, и очень много маленьких родственников, которые растут, и у них совсем нет ничего такого, что они могли бы читать, да, что-то своего. И да, мне очень хочется, я надеюсь, что в следующем году, если у меня будут силы и желание все это собрать все вместе, выпустить что-нибудь такое именно для маленькой аудитории, для школьников. А мультфильмы ты не увлекалась, не задавалась этим вопросом, можно ли выпускать у нас классные мультфильмы? Да, мне бы очень хотелось, чтобы у нас выпускались классные мультфильмы, но это очень трудный процесс. Да. И у нас не хватает, по-моему, нехватка кадров, которые могли бы сделать профессионалы, которые могли бы сделать именно анимацию. Да. Именно анимацию. Да. Это сценарий, даже сценаристы у нас, скажем, у нас хорошие сценаристы, но для уровня Голливуда или европейская школа, или допустим, даже до уровня японских дорам, да, корейских дорам у нас все равно не дотягивает. Либо у нас не понимают, чего хочет аудитория, да, лично мое мнение, либо, не знаю... так же патриотичными. Да, примерно так. И у нас финансирование в основном идет из государства, да, то есть если государство финансирует, то это в любом случае будет патриотичное что-то, политическим таким пропагандой. Вот так вот. Очень грустно. Я бы, например, хотел бы наблюдать такую картину в будущем, чтобы мои дети или мои сестренки, они росли именно на нашей казахской мультипликации, не в стиле Алдар Кусе, после которого хочется плакать из-за этой анимации, из-за этой рисовки, а чтобы это было в стиле, в духе Nickelodeon, когда мы смотрели «Эй, Арнольд» или не знаю, «Крутые бобры», вместо бобров кто? Два суслика, я не знаю, в степи что-то. Ну, в общем, что-то такое... Да, это все упирается в финансы, опять же. И финансы, и профессионалы. По-моему, у нас мало кто... есть, художники, которые сейчас учатся кто-то в Америке, кто-то в Корее, кто-то в Европе, по-моему, если не ошибаюсь. Они сейчас только-только учатся, и в будущем, я надеюсь, что выпустят что-то классное. Надеюсь, они послушают этот подкаст и... У тебя немало постов, где ты затрагиваешь тему культуры, домашнего насилия, феминизма. Приносит ли это какие-то результаты? Я не знаю, как насчет результатов, то есть иногда приносят, иногда просто обращают внимание людей на это, но я считаю, что если тебя эта проблема беспокоит, то нужно об этом говорить. Это мой минимум, да, то есть то, что я могу сделать, как минимум, даже если я не смогу выйти на улицу, маршировать, митинговать, да, но как минимум я могу нарисовать рисунок и показать это людям, то, что я беспокоюсь об этой теме. И люди тоже видят это и начинают тоже делать перепосты, кто-то делает свои посты. И я считаю, что это общество понимает, что нужно обращать на такое внимание. Да. Это как мой минимум, который я могу сделать для принятия закона о защите от бытового насилия, для принятия каких-то мер от вырубки деревьев, в октябре, по-моему, было в каком году, я забыла, в прошлом году, да, было расширение рек. Это прям жестко был жесткий удар по экологии города. И мой минимум как гражданки, да, этой страны, как жители этого города, это сделать пост. Да, то есть не просто проигнорировать эту тему, а сделать пост. Тем более есть аудитория, которая тоже откликается на это. Да. На которую ты можешь иметь массу влияния. За это тебе большой респект. Спасибо. Я реально считаю то, что каждый медийный человек не то чтобы обязан, а должен хотя бы косвенно показывать проблему и делать наше общество немного лучшим. Твоя цитата: «Я переживаю за окружающую среду, потому что место, где мне хотелось бы жить до самой старости, стоит на грани экокатастрофы. Я пытаюсь как-то помочь более компетентным в экологии людям, хотя бы информационно. Также мне близка проблема женщин и детей, которых каждый день избивает близкий человек, потому что знаю об этом достаточно». Именно последняя проблема, она как-то касалась тебя лично?
Ну, по-моему, во всех казахстанских семьях, да, по статистике, каждая 8-я семья страдает от бытового насилия. Хочешь, не хочешь, с этим встречаешься. У родственников, у себя дома, где-то там у соседей, да. Все равно это прям наша эпидемия нашей страны, да, это бытовое насилие, там, домашний абьюз, там, насилие над детьми, это прям у нас, мы стоим на первых местах по СНГ, по этим показателям. По-моему, по бытовому насилию на первом месте и по насилию в отношении детей. Ужас. Да, вот именно этот ужас я бы хотела показать, то, что вот действительно у нас такое происходит. Чтобы это как тот же, опять же, мой минимум, который я могу сделать. И я пытаюсь обратить внимание людей на это. У меня хоть и нет такой возможности взять и поменять законы. Читая «Путь Абая» и анализируя черты отношений казахского общества между собой, между людьми 200-летней давности, например, богатых и бедных, там, женщин и мужчин, ненароком находишь схожие отрицательные черты в нашем современном обществе. Как ты думаешь, долго ли мы будем проходить эту стадию перехода от традиционности к современной модели отношений? Так, я не эксперт в этой теме, но я слушала подкасты, интервью с политолог Екатерина Шульман, да. Вот она говорила то, что этот переход, да, от традиционного общества к более современному, да, постиндустриальному обществу проходит у всех стран по-разному, но он рано или поздно проходит, да. То есть, например, та же Англия шла к постиндустриальному обществу 90 лет, да, почти век. А те же страны, допустим, как Бразилия или там более консервативные страны, они перешли к постиндустриальному обществу за 40, там, 30 лет, да, то есть со временем этот период сокращается. То есть для Казахстана, я считаю, это будет очень быстро и так скажем, так моментально, относительно моментально будет. Рано или поздно все равно наступит это общество постиндустриальное, где, надеюсь, будут уважать права друг друга и не будут никого бить дома. Как ты думаешь, что этому способствует и какие можно встретить на пути преграды? Ну, мое мнение, этому способствует образованность народа, то есть образованность граждан. И в любом случае у нас, по крайней мере, все умеют читать. Да? Это уже намного лучше, чем было 200 лет назад, когда мало кто умел читать. И потихоньку распространяется интернет по всей стране, да? То есть даже самые отдаленные регионы могут получить доступ к интернету. И, по-моему, это два фактора, которые помогут в будущем помогут стать образованнее людям. Но опять же, все зависит от контента, который есть в интернете. Бывает ли у тебя творческий кризис, который вообще который он длится неделями, месяцами? Да, конечно, бывает. Потому что, по-моему, это у всех бывает. Со временем, не как выгорание, а больше, наверное. Например, когда начался карантин, я застряла в Алматы, проект, в котором я должна была участвовать, накрылся, и пришлось открывать книжки, вот эти на заказы рисовать. Я до этого не рисовала, вот в этом году только начала. И из-за того, что я очень много заказов рисовала для кого-то, там, чужие идеи, там, чужой стиль, подстраивалась под чужой стиль, и в конце получилось то, что к осени у меня как бы пропало желание рисовать абсолютно, и где-то месяц-два, наверное, я ничего не рисовала, и просто так пыталась, но ничего не получалось все равно. И человек, наверное, истощает свои внутренние такие ресурсы, и получается такой творческий кризис. И как найти в этом случае вдохновение? Мне помогло, наверное, общение вот с подписчиками, хоть я не особо люблю общаться с людьми, но когда люди сами приходят к тебе там вживую, говорят, мне нравятся ваши рисунки, там, или мне нравится такой-то стиль, ты такой думаешь, может, действительно я хорошо рисую, и начинаешь рисовать заново. Ну, все равно художники питаются фидбэком, художники все равно любят это, и это вот мне помогло выбраться из этого творческого кризиса. Вот недавно маркет проходил, Алмакон, и благодаря этому, наверное, пришлось вытягивать себя из арт-блока. Хорошо, а что ты посоветуешь тем художникам, которые не имеют такой популярности, у которых нет
подписчиков, которые могут сказать: держись, ты классная, или ты и так далее. Да. Ну, например, когда я только начинала, больше всего помогало то, что если я буду дальше рисовать, то идея какая-то у меня была, и не хватало для этого скилла. То есть не хватало умения рисовать, не была натренирована рука, и я просто держала в голове эту идею, то, что в какой-то момент у меня стиль будет достаточно хорошим, проработанным, и я смогу нарисовать вот эту идею, которая у меня есть. И со временем у меня получалось потихоньку. Это, наверное, вот больше целеустремленность такая помогает молодым художникам. Дашь какой-нибудь совет по техническим вопросам? Какой ты программой пользуешься и так далее? Так, я пользуюсь программой Paint Toolsai, вторая версия. Это такая очень базовая программа, очень легкая, там нет никаких особых фишек, но в ней можно рисовать там с легкостью начинающим художникам. В фотошопе я пыталась рисовать, но не получилось. Я могу также посоветовать Clip Studio Paint, да. Его нужно покупать, но он тоже стоит своих денег, потому что многие мангаки, многие комиксисты вот в Японии, в Корее, там, в Китае рисуют именно на этой программе. И да, если вы хотите, там, допустим, рисовать комиксы, там, и небольшую анимацию делать, то вот Clip Studio Paint для этого подходит очень даже хорошо. Если, стандарт индустрии, вот художественный, это все равно Photoshop. Как ни крути, это Photoshop, приходится учиться ему. Но если там, допустим, если есть желание быть художником, фрилансером, то можно рисовать и на Paint Toolsai. Вот так. А вот от традиционного рисования к диджиталу ты привыкала быстро или долго? Я вообще начала с диджитала рисовать, потому что... Сразу? Да. До этого у меня была ручка, тетрадка и все. Я не рисовала там какие-нибудь картины маслом, не рисовала этюды карандашом, но я сразу перешла вот на диджитал, потому что мне было интересно попробовать точно так же, как рисуют мои любимые художники там ВКонтакте, в интернетах, в Твиттере я видела художника, как рисуют. И у тебя сразу получалось? Нет, не сразу, конечно, нет. Сначала нужно было привыкнуть, потому что у меня был слепой планшет, такие не экранники. А к экранникам привыкать легче, потому что там видишь, что рисуешь. А к слепым планшетам приходится там моторику своей руки привыкнуть, там обучиться смотреть на экран, рисовать. И это где-то заняло у меня месяц, может, 2 месяца. После этого я привыкла, и после этого пришлось потихоньку учиться пользоваться кистями, ключевым хоткей, да, называется. Вот ими научилась пользоваться, Ctrl-Z, там Ctrl-X, все остальное. Это где-то заняло полгода, наверное, я очень медленно учусь. Ты уже высказывалась по поводу традиционных представлений о женщинах-казахах, о мужчин-казахов, и ответ был довольно короткий, что никто никому ничего не должен. Можешь ли ты сейчас более подробно рассказать о своем видении современных отношений между мужчиной и женщиной? Если честно, отношения могут быть абсолютно разными. То есть, если говорить только об отношениях, то есть 2 партнера должны быть согласны на такой-то вид отношений, да? Это вот никакого абьюза между партнерами, и если говорить о таком гражданском, да, общении, то есть между гражданами, просто как... опять же, тоже уважение прав людей, и все, по-моему, других ограничений нет. Вот в этом плане никто никому не должен. А как в этом случае должна играть наша традиционная культура? Когда, например, ты берешь, допустим, в моем случае, я тоже рос в патриархально-консервативной семье. По обычаю, тем более я кинджи бала, я должен, например, взять свою жену и жить вместе с родителями. Как ты на такое смотришь? Если самого человека это устраивает, то окей, ладно. Если не устраивает, то я против того, чтобы заставлять там жить кинже с родителями. Это, да, немного жестко, но если, допустим, если родители не в состоянии там обеспечить себя, то это уже вопрос этики, то тогда уже этичность каждого человека от этого зависит, да, то есть... Но так, если, допустим, родители здоровые, если родители там обеспечены и могут жить самостоятельно, в таком случае я считаю неправильным заставлять своего ребенка там обязывать его жить с собой. Вот мое мнение такое.
Ну, то же самое, допустим, у нас дома принято, что девушка должна жить до замужества в семье, то есть никуда не должна переезжать, не должна жить отдельно. Но как бы на меня это не воздействовало, я просто переехала отдельно жить. И вот мое мнение такое, если родители могут жить самостоятельно, то они могут жить отдельно. Классно. Ну, это, конечно, утопия для казахстанцев. На фоне всего этого, всех этих социальных проблем и тем, какая проблема тебя больше всего волнует у нас в Казахстане? Так, ну, наверное, то, что у меня в постах часто появляется, это, опять же, семейно-бытовое насилие. Меня очень сильно беспокоит то, что люди не могут чувствовать себя в безопасности в своем доме. Вопросы экологии, потому что, ну, все, что касается меня лично, да, или косвенно как-то, меня это волнует, да, то есть вопросы экологии, да, сильно волнуют. Вот то, что у нас идет вырубка деревьев, то, что АКТБ в десятки очень грязных городов Казахстана, это все волнует. И вот в основном и нарушение прав человека. Но это все как бы вся проблема кроется в том, что в неэффективности нашего правительства. Вот. Как ни крути, это все равно приходит вот этот вопрос все равно встает. То есть наше правительство, оно неэффективное, поэтому получаются такие проблемы на многих уровнях. Вот. Экология, почему вырубаются деревья? Потому что неэффективные законы. Почему бьют женщин в семьях там, или детей бьют? Потому что законы не защищают их. И так далее, и так далее. Итак, финальный вопрос. Что ты хочешь от нового Казахстана? Так... наверное, того, чтобы... Это не обязательно должно касаться там политики, можно и там творчества, и вообще людей. Мне бы хотелось, чтобы каждому было комфортно жить, да, то есть не прям суперские условия, там, дворец, там, с двумя машинами в гараже. Нет, ну, как минимум, минимальный комфорт у каждого человека должен быть. Теплый дом, да, то есть вот этого мне бы хотелось. Этим меня привлекает Япония, то есть у них города очень такие, не скажу, что красивые, да, то есть природа, да, красивые, старые храмы, да, красивые, но сами города, они такие картонные, но главное, они удобны для всех, то есть если незрячий человек захочет пойти в магазин, он сможет это сделать, если человек, который не может ходить, если он захочет там сходить куда-нибудь, да, в парк погулять, то да, он это сможет сделать. Вот этого хотелось бы от Казахстана, чтобы всем было комфортно жить. То есть, если ты немного отличаешься, то ты все равно сможешь жить здесь комфортно. То есть, вот, этого и хотелось бы, минимального комфорта. Супер. Я не знаю, как заканчивать, но заканчиваем, как и все остальные. Итак, наш подкаст подошел к концу. В гостях у меня была художница-иллюстратор Хантар. Хантар Самал, да. Да, Хантар Самал. Спасибо. Спасибо. Все? Да, все. Супер.